Заму нодр юнту хайхорул дахабди. В общем, сейчас я вам покажу красоту. Живет на свете красота, живет не где-нибудь, а рядом. Охренеть там вид. Охренеть. Реально. Наверное, долго не буду, чтобы быстренько записать видео еще надо. Там просто что-то сумасшедшее. Сейчас покажу. Смотрите. Да, надо было сперва видео записать, потом уже. Зему нодр юнтухай. Я, кстати, даже отвык говорить. В последнее время молчу. Реально я уже забыл, когда говорил последний раз. Ну, по телефону разве что так немножко. Я, кстати, недавно видео смотрел там про то, что, ну, типа, если 10 дней не говорить, что будет. И это. Ну, типа, там мозг очистится, все такое. Ну, я, конечно, как бы не совсем не говорил, но все равно. Так, а что туда смысла имеет? Нет вообще идти. Посмотрите, какая красота. Да, надо сейчас идти видео, рилсы записать, по идее, по-хорошему. Не стрим вести, пока солнце совсем не село. Ну, по идее, ладно, на второй телефон запишу тогда. Не, ну эта погода вообще, конечно, просто сумасшедшая какая-то. Я сегодня еще купался. Ну, волны, по-моему, не такие мощные были, как сейчас. Ну, дождь уже, можно сказать, прошел. Нормально. Ну, погода вообще просто супер. Сейчас покажу вам. Душновато только. А так было бы вообще хорошо. У меня ухо заложило одно. Дурацкое вообще. Говорю еще вообще. Дней, наверное, 10 не разговаривал. И сразу стрим начал вести. Опасно. Точно я, наверное, дней 10, может даже 2 недели. Ну так, по телефону только. И то немножко вообще. Сейчас, может быть, у меня это будет какой-то инсайт, вспышка озарения. Сегодня хотел поговорить о наших баранах, да? О всяких хомутаевых. Потому что, конечно, понимаете, если так рассуждать, ну, то, что он заявил у себя в своих стримах, ну, это по-другому, знаете, кроме как трайбализм, по-другому не называется, как бы то ни было. Понимаете, он оказывается, это не раз, не два, он это намеренно много раз одну и ту же тему говорил. Он намеренно разделяет народ. Понимаете, нет, чтобы объединять. И причем, понимаете, босиком похожу. Когда... Не, это красота вообще.
Надо здесь жить всегда. Как этот кричал там: я буду здесь жить. Этот, помните фильм? Кстати, который фашистским признали, брат. Сейчас покажу вам. Мутаев агент русского мира. Ну да, он и был им. Блин, надо сейчас рилсики записывать. А не вот это вот все, да? Можно, по идее, по ходовой заскочить. Но, блин, наверное, опасно. Еще унесет туда. Не знаю, я в такие волны не купался никогда. Наверное. Может, купался, не знаю. Не, вообще-то купался походу. Да, сегодня хотел поговорить, в общем, про... блин, там говорит, типа, не тусуйтесь там сильно. Ну, ладно, я же не хочу нырять. Просто здесь присяду и все. Мокро. Ладно. Ладно, будем идти и, видимо, говорить. Погодите, а видео-то как? Сейчас, погодите, тогда надо. Сейчас на второй телефончик поставить видео. Блин. Ну, в натуре. Что думает, это я, что ли? Сейчас быстренько видео надо записать. Блин, к морю не подпускают. Видите, Корея в этом плане чересчур заботливая страна. Он уже едет ко мне на этом, как его там, квадроцикле типа. Сейчас покажу еще море. Не пускают к берегу. Е-е-е. Эх, не пускают. Ну ладно. Видите, это как моя, там, как говорят, полиция меня бережет. Все равно успел записать небольшой ролик. Хер увидишь. Ну да. Ну видите, вдруг море тебя утянет. И капец, потом разборки будут. Еще и этот Вигук до кучи. Ну, то есть иностранец. Еще больше гемора, наверное, будет. Прямо этот. Видите, как быстро реагирует. Еще на квадроцикле приехал. Не, реально долго, видимо, то, что не говорил. Что, ну, видите, на море настроения нету такого особо. Такие стримы прям вести. В целом, 안전사고 방지를 위해 시설객분들은 즉시 해수욕장 밖으로 나와주시기 바라며 수상안전요원의 통지에 따라 주시기 바랍니다. 부상 관리실에서 말씀드렸습니다. Так, ладно, все-таки приступим к теме нашего стрима относительно агентуры. Видите, недавно я залил видео про этого
БНДшку. Ну, знаете, вы, наверное, уже сами оценили это видео. Человек, ну, видно, что очень сильно деградирует из-за своей алкогольной зависимости. Я вообще очень долго про него анализировал, думал. Ну, не то чтобы прямо, знаете, вот сидел прям про него думал. Имеется в виду не конкретно про него, а про саму систему. Видите, глобально-то в чем? Почему я вообще для начала выпустил все-таки эти видео? Они же у меня были, и я их выпустил. Я поначалу не хотел, потому что, ну, там есть видео тоже, где он там, ну, короче, прям вообще, прямо опустился совсем. Типа, там нахер никому не нужен, что-то. Типа, он там помереть хочет на войне, что-то такое. Ну, короче, там, как бы он совсем там прямо, как это, расквасился совсем. Ну, и как бы, знаете, ну, стрёмно же наблюдать за человеком, который, как бы сказать, ну, прям совсем такой расклеенный какой-то, неудачник какой-то, ну, как бы сказать, не то, что жалко, не понимаю. Ну, какое-то такое ощущение было. Но все-таки несколько видосов я решил выложить, не совсем таких ушатанных, да, так скажем, про него, чтобы просто показать, почему, вот вопрос, да. Ну, вы, наверное, все заметили, когда это вышло видео. Это вот когда эти ГУЛАГу.нет сказали, что типа закрывается. Блин, все-таки капает. И, понимаете, там суть в том была, что получается вот эта вот система, да, которая уже, ну, как минимум больше века работает. Смотрите, вот какой системы, в принципе, мировоззрения, мышления я придерживаюсь, да, все-таки гуманистической и какие-то демократические ценности. Вот этого я стремлюсь, к этому придерживаться. А эта система совершенно другая. Система подавления человека. Система угнетения, где человеческая жизнь ничего не стоит, где, ну, не существует никакого достоинства, уважения, где можно людей простых уничтожать, убивать, ну, не говоря уже там об оскорблении и так далее. Поэтому сам принцип того, что вот эти вот черти будут торжествовать, а те, кто, как бы сказать, борется, да, за демократические ценности, ну, типа сдаются, ну, меня вот это, как бы сказать, взбесило, да, потому что, ну, да, они тоже неоднозначные довольно-таки ребята эти, на мой взгляд, но, тем не менее, в целом они придерживались вот этого вот тех ценностей, да, о которых, как бы, я сейчас говорю. Еще, знаете, неудобно говорить, потому что одно ухо заложено, и странный эффект какой-то. Я еще когда долго не говорил, вообще отвык от своего голоса даже. Ну ладно, продолжаем. И меня вот это вот, это, понимаете, еще какой-то ценностный на самом деле такой момент был, потому что как будто бы вот эта вот система античеловечная, да, фашистская, которая в русском мире построена, она побеждает, да, когда вот такой вот человек, как тот же БНД, ну, не конкретно он, а вообще в целом система, да. Смотрите, это же две разные системы, два разных мировоззрения на этот мир. То есть такие системы воспитывают таких людей, как БНД, которые думают, что можно людей пытать, убивать, и что им за это ничего не будет. И то, что они даже в США могут уехать, их там никто трогать не будет. Ну и вообще вот, он, заметьте еще, смотрите, это же тоже символ некий. Когда переходил границу,
Он переходил границу в футболке армии России. То есть это тоже некий сигнал. И то, что он ходил на этот форум коренных народов и там со всеми фотался, это же тоже не просто так на самом деле. Это такие пасхалки, да, как бы от ФСБ. Типа вы там можете все что угодно, какие хотите форумы проводить, но знаете, что вы типа под нашим контролем, наши люди везде. Это как бы сказать, ну какого хера он вообще туда поперся, кто он такой-то по сути. Тем более у него есть вот эти вот заявления, признание его о его пытках, то, что он пытки устраивал. И понимаете, еще по большому счету мы же как общество не должны быть к этому лояльными. Мы не должны поддерживать такое. Но наше общество, понимаете, оно сформировано все равно не на этих ценностях. Наши даже понять не могут, что вообще происходит. А это именно, понимаете, не сам важен, не сам БНД, не сам этот Хомутаев несчастный. Да это просто, по сути, несчастные люди, предатели, которые даже не понимают этого. Они просто служат этой системе и все. Как система им скажет, так они и будут делать. Понимаете, Хомутаев в 90-х годах бабки брал, про Хори Бурят их восхвалял, да? Писал, вот, Хори Буряты такие, бабки на это брал. Сейчас ему система сказала, ругай Хори Бурят. Сейчас он ругает. Поэтому, видите, это просто презерватив, этот Хомутаев. Его использовали, выкинули. И все. И БНД тоже такой же. Он, по сути, тоже понимает, что он просто презерватив для этой системы. Его использовали, выкинули, и все. Хочет он того или нет. И все-таки, видите, я не знаю, честно говоря, осталось ли в нем что-то человеческое или нет. Но то, что его вот это преследует, это очевидно. Потому что он напивается, и в качестве собеседника он запускал эти стримы, и кто-то записывал его, и потом все это распространилось в интернете. Все его эти пьяные признания про то, что он пытал людей, то, что он... то, что у него вот это вот ПТСР же это, у него очень сильный ПТСР. И, по сути, это, как бы сказать, несчастный человек на самом деле. Если так взять, ему надо где-то... Он еще тоже не понимает, что на самом деле такие люди, конечно, они не заслуживают никакого политического убежища. Ну как он человек, который пытал людей, который... У него такие шовинистические высказывания, я немножко послушал, там капец просто. Он про ислам высказывается, про чеченцев, про бурят, угрозы убийством этому Халтарову, Петру Дундукову. Там просто капец, там, знаете, в любой стране мира, не знаю, кроме Афганистана, там, Северной Кореи, его за вот эти все его слова его должны просто посадить в тюрьму, как минимум депортировать. А он там, понимаете, наговорил, капец. И этот дурачок Хомутаев тоже на самом деле болтает много, даже не понимает, что он болтает. И просто понимаете, когда они такие заявления делают, все же понятно становится, кто есть кто. Who is who, да, как говорится. И, понимаете, здесь на самом деле, это два столкновения двух разных мировоззрений, точек зрения. То есть, я стараюсь, понятно, что я тоже вырос во всем этом дерьме, но все же стараюсь придерживаться каких-то демократических взглядов. Взгляда на то, что человек, его жизнь, это ценно. Там же совершенно другого мнения придерживаются. То, что человек это ресурс, человек это просто ничто, что это биомасса, что с ним можно делать все что угодно. Понимаете? Он как-то еще в своем стриме признался, что он командир роты специальных назначений. Скорее всего, он в УФСИНе работал. То есть, как, не скорее всего, это 100% он там и работал. И он как раз руководил акциями подавления, устрашения, где он рассказывает, почему он так хорошо владеет этой методикой подавления воли человека. Он же владеет ей не только он умеет не только ломать людей физически, да,
но и психоэмоционально. То есть я посмотрел, где он с другими людьми спорит. Он, ну, как сказать, я бы не сказал, что очень хорошо аргументированно все это делает, но он умеет, где надо повышать голос, где надо куда-то давить. И правильно там один калмык отметил, то, что он полностью русифицированный уже стал. Это, ну, по идее, это надо, это видите, я сейчас просто другими делами своими занят. В принципе, не планировал даже выходить в стрим, но все-таки решил выйти и поговорить с вами. И в общем, сейчас идет столкновение двух этих идеологий. И по большому счету сама личность, это, понимаете, таких как БНД, он что думаете, один что ли? Это просто обычный рядовой мусор, каких на рашке сотни, тысячи. Полстраны охраняет, полстраны сидит, как говорится. Вот он по другую сторону получается. Человек, который всю жизнь служил, был псом. Может быть, когда-то он и был хорошим, там, не знаю, к чему-то стремился, но понимаете, как личность он полностью деформировался, пока там работал. Но, видимо, где-то в глубине души этого его все-таки мучает, потому что он выходит в эти стримы и начинает про это все рассказывать, как он пытал людей и так далее. И вот, понимаете, здесь тоже как бы так разделилась, да, точка зрения. Всякие вот эти вот, не знают, живые это люди или нет, ну, такие люди, как там осажденные, да, еще кто-то начинает его защищать. Но, понимаете, смотрите, да, он, допустим, говорит, что, ну, один из их аргументов, как я понял, что вот получается, в Бурятии, ну, это действительно так, по крайней мере, в Бурятии, заключенных, именно бурят в тюрьмах, ну, маленький процент. В основном там русские сидят. Ну, и то, что он апеллирует к тому, что он, как бы сказать, бурят не избивал, он только русских избивал, да, в основном. Но, опять же, это, как бы сказать, сомнительный такой... Ну, русские что, не люди, что ли, в конце концов? И... Ну, даже если мы вот с такой точки зрения смотрим, но там же все равно среди этого процента были и буряты. Он и бурятов тоже избивал, и другие национальности. Ну, и если мы знаем историю, что тот же самый тувинец, у которого в заднем проходе взорвали этот обогреватель, то это не только касается русских, что вот типа только их там избивают на зонах. Всех избивают, всех насилуют там, вставляют бутылки и швабры, и там все что угодно. Ну, короче, бесчеловечные такие пытки проводят. Просто понимаете, у него в этом его стриме он говорит, я бил, да, там, ну, то есть он бил, не только он бил, все били. То есть у него защитная реакция включается. То есть он понимает, что он совершал преступление, но это преступление есть. Но он размывает это как бы коллективной ответственностью. И потом говорит, что он делал все правильно. То есть, понимаете, это государственная идеология. Он же не сам все это такой сидит и вдруг решил, да, пойти преступление совершать, людей пытать. Это установка сверху. Их так воспитывали, им так внушали, это государственная идеология, что вы типа все делаете правильно, вы должны пытать людей в тюрьмах, в отделах. Это все правильно. Ну и неважно, какая там национальность. Ну и на самом деле, знаете, в таком вопросе, я считаю, здесь действительно не должно быть такого расизма, что вот типа русских там можно пытать, а бурят типа не надо. Ну, хотя я сомневаюсь, что там бурятов не пытали. Конечно, пытали. В общем, такие вот дела. Следующее заявление, понимаете, все-таки у него есть вот эта вот деформация, когда он трезвый с вот этим Володей Шафировым разговаривает. И там еще другое есть видео, где я потом его тоже выложу. Правда, хочу маленько маты запикать. Там, где в одном видео он рассказывает про то, как, ну, типа, правильно он пытал там людей, как чистуху добивался. Ну, то есть, где он, получается, из невиновных людей выбивал чистосердечное признание.
Затем в другом видео он с этим же Володей Шафировым. Володя Шафиров рассказывает, как он сам попал в отдел, как его там били, пытали, бросали патроны в него в голову. И с каким-то удовольствием, прямо с улыбочкой, БНД там рассказывает, что да, типа такое было, типа вот были времена, что-то такое, заходишь, там кто-то валяется, переступаешь через него. Ну, то есть будни свои, как он работал в ментуре. И понимаете, вот смотрите, те люди, которые его защищают, вот одна там пишет, это осажденный или кто, что вот он сын чей-то там, их. Ну, я говорю, это то, что он, ну, как бы, сын ваших сослуживцев или кого там, это что должно, как бы, отменять то, что он совершал преступление, и то, что вот такие вот люди потом у нас в случае обретения независимости в Бурятии будут использовать те же методы, которые они использовали при Рашке. Это нормально, я говорю вам? Мы вообще к чему стремимся? Чтобы у нас что было? Вот такое же беззаконие, чтобы у нас в отделах людей пытали, и чтобы вот такие вот люди, которые совершали преступления, они не отвечали потом за них. А почему? С какой стати? Он совершал преступление, он преступник, он превышал должностные обязанности свои, он сам отдавал эти приказы преступные. Ну да, это не военные преступления, но тем не менее. И почему вот такие люди не должны нести ответственность в будущем? Вот это для меня странно. Почему у него вот такая вот психология? Почему вообще то, что он чей-то там родственник или чей-то сын чьих-то знакомых, значит, к нему по-другому должны относиться? У нас закон должен быть един для всех, согласитесь? Тогда это общество будет... В таком обществе можно будет жить, не существовать, не выживать, и такое общество будет будущее какое-то. Понимаете? Для чего тогда это все? Зачем тогда вообще что-то менять, если вот те же самые палачи, как БНД, и те же самые провокаторы, как Хамутаев, останутся все, если мы их не осудим? Понятно, что экстрадировать из США, наверное, не получится, но моральную оценку юридическую мы все равно должны им в будущем дать. То есть, понимаете, если по Хамутаеву говорить, у него же тоже, ну, чисто юридические. То есть он брал деньги на слив вот этого движения от Комнатца, да, от ФСБ. Ну, по сути, был сотрудником. Ну, минимум он отчитывался, в ФСБ ходил. И затем занимается тройболизмом сейчас, в данный момент, когда ему выгодно стало, когда ему задание такое дали, да. И понимаете, кто слил Усть-Орду, кто слил Агинский, кто виноват в том, что в Бурятии на Байкале лес вырубается. Ну, многие проблемы, в том числе проблемы бурятского языка. Такие люди, как Хамутаев, и виноваты, как Даржо Дугаров, как вот это вот Дель Понте. Это, понимаете, вот эти нынешние все, Вика там Молодаева, как ее, Мария Вьюшкова, ну, вот эта вот вся, как бы сказать, прикинтовка, это те же самые Хамутаевы в 90-х, понимаете? Все также сидят на бабках. Это печально, понимаете, но это закономерно, наверное. А как, смотрите, как вы считаете, как это все должно вырасти? Из чего вырасти, если этого не делалось? Если сами КГБшники, ФСБшники и захватили всю эту нишу и никого туда не пускают. Этот Ходорковский, вы посмотрите, кто в ПАСЕ сидит. Там сидит, не знаю, кто-нибудь один адекватный. Ну, может быть, кто-нибудь и есть один, не знаю, но... Конечно, вроде бы, с одной стороны, кажется, что вот этот Вася, да, Матенов, какие-то такие дельные, хорошие вещи говорит. С одной стороны, да, действительно. Но опять-таки, с другой стороны, насколько это все будет реализовано,
И его слова по-любому они согласованы. Значит, уровень все-таки, как бы сказать, уровень недовольства в бурятском и других обществах, он очень сильно высокий. И, понимаете, здесь я согласен, что такому прямо там национализму доводить нельзя, что вот противостояние открыто, да, там между бурятами, русскими и так далее. Ну, это ни к чему хорошему не приведет. Но, тем не менее, здесь какой вывод он к чему приводит? К тому, что надо только исследования провести. Он хорошие слова вроде сказал, но вот надо только исследования провести. Подождите, какие исследования-то? Здесь без исследований и так все понятно, что необходима независимость. Но они такие слова никогда не скажут. Почему? Ну, потому что этот Хомутаев только уже... Ну, видите, в 90-х годах, может быть, и Хомутаев тоже был совсем другим. То есть был аккуратным, четко его контролировали. Это сейчас он уже такой, как бы сказать, совсем маргинальный, да, тип стал. И совсем уже, как бы сказать, свои вот эти вот шовинистические взгляды, которые у него были, он уже сам себя уже не контролирует, он уже говорит так, как он всегда думал, понимаете, он всегда и таким был, на самом деле, тройболистом. Да понимаете, сам по себе мелкий человек. И человек, который, понимаете, это еще насколько для него плохо, да, то, что под его руководством выходили вот эти книги, да, где там про Хори Бурят хорошо высказывались. И он, как сказать, руководил же этим конгрессом бурятского языка, брал бабки от ФСБ, от правительства Бурятии, и книжки эти выпускал, да, под его руководством все это было. А в тайне-то он, понимаете, Хори Бурят ненавидел. Это, понимаете, это настолько такой придурок, понимаете. Это его, видимо, такое воспитание, что ли, его так воспитали в ненависти. И я вообще, понимаете, я от всего этого настолько далек, я просто в городе вырос, у нас такого деления никогда не было. У нас, как видите, я такой какой-то истинный, интернациональный человек получился, по сути своей. Потому что у нас во дворе там вообще все жили, да, и русские, и цыгане, и все на свете, да, получается. И как бы, видимо, с детства у меня и не было никогда такого какого-то деления, что ли. Но видите, оказывается, есть у людей такое, сидит где-то в глубине души. И для меня это печально. Понимаете, многие люди его, видимо, воспринимали даже. Хотя, я так понял, он никогда и не был особо каким-то известным там или популярным, этот Хомутаев. Вот как-то так. Просто человек, который пилил бюджет. Вот и все. Вот, действительно. Да, у него меньше, наверное. Ну, хотя как посмотреть? Понимаете, если взять именно БНД, это пес системы. Это ему говорили иди бей людей, он бил и сам отдавал приказы. А в этом плане Хомутаев больше вреда нам навредил, вреда принес. Он, как бы сказать, такой идейной, что ли, части был. То есть он играл роль такого якобы бурятского лидера. На самом деле стукачил там, да, к нему приходили кто-то. Он сдавал их, стучал на них, писал хвалебные оды Хори Бурятам. Понимаете, трагедия тоже жизни. Я вообще не понимаю, за что он там Хори Бурят ненавидит. Это настолько ущербный какой-то человек вообще. Понимаете, я на самом деле до сих пор людей по национальностям так и не делю, если честно. Для меня вообще не важно. Просто это такая защитная реакция, получается, то, что когда твой народ убивают, тебе что-то надо делать. А так, на самом деле, я вот говорю, вырос просто в таком дворе, у нас, ну так вот сложилось в моей жизни. И в школе у меня тоже не было никогда там никакого этого. И поэтому для меня всегда не важно было. Я понимал, что вот бурят, и все. А что, какой там у него род, какие у него там родственники, мне это вообще наплевать было. Все.
Я даже не представлял, что для некоторых людей это такая важная пипец вещь, какого рода ты, ёп. Ну ладно, не будем материться здесь в эфире. Охота, честно говоря. И вот эти вот люди конченые живут этой темой, тройболизмом. Мне, честно говоря, смешно на них смотреть. Что тебе даст этот тройболизм? Что ты хочешь от этого вообще добиться? Этот Хомутаев такой конченый человек. Такой старый, понимаете, и старый, и такой тупой. Блин, это просто позор, понимаете? Ну, такой человек не мог по чесноку получить вот это вот профессорское звание свое. По-любому он купил его, родственники ему как-то его сделали. Такие вот дела. Блин, а на этих-то можно, оказывается, заходить? Как его? Как она называется-то? Сейчас покажу вам, типа там. Видно? Короче, там этот... Я забыл, как называется эта штука. Короче, в море вышел он. Прикольно так. Что-то разрешили почему-то, что ли? Сейчас все люди вышли на берег. Ну, в общем, такая вот история. Но понимаете, вот когда он такие вещи говорит, и когда вот эта вот система думает, что она побеждает, ну, нельзя тоже молчать. Понимаете, когда вот человек открыто тройболизмом занимается. Он же это специально делает. Почему? Хори — это самый большой бурятский род. И без хори буряты никогда ничего не смогут сделать на самом деле. Ну, это очевидно. Ну, я думаю, что без любого рода, но тем более уж... Это, понимаете, это в КГБ, ФСБ всегда понимали, что если хочешь вот действительно что-то в Бурятии сделать, без хори ничего не получится никогда. Ну, что там? Это, не знаю, больше половины, наверное, всех бурят это хори будет. И если ты вот так вот берешь и сталкиваешь лбами вот хори с другими, да, ну, с условными иркутскими, якобы, хотя я не верю, что прямо все иркутские вот такого придерживаются взгляда, как Хомутаев. Ну, ты ни к чему хорошему не придешь, это точно. Это тебя хори точно поддерживать не будут никогда. И это намеренное. Это, понимаете, если человек себя позиционирует как историка, ну, это даже исторически не совпадает то, что он говорит. Он такую херню несет просто. И тем более идеологически, да. Понимаете, если бы хори были такие слабые, но, видите, этот мир, где выживают на самом деле сильнейшие, нету такого народа, да, который был бы слабым и выжил. Все слабые народы всегда по естественному как бы законам уничтожаются. Ну, такова как бы суть этого мира. Ничего не сделаешь. Как бы то ни было, надо как-то сражаться, что ли. Как-то так. И поэтому то, что он... Ну, это просто, понимаете, это явная заготовка от ФСБ. И все. Поэтому, что сказать? Печально то, что нас так долго водили за нос. Вот всякая агентура. И то, что до сих пор это происходит. Народ, к сожалению, пока... Ну, а с другой стороны, как винить народ, если им никогда не давали возможности даже на получение нормальной информации, когда КГБ, ФСБ, всех вот таких вот людей, своих завербованных, да, понимая, что это на самом деле... Ну, вот офицеры КГБ, они же изучают людей. Они понимают, что, ага, вот есть у нас такой Хомутаев. Человек ограниченный, глупый, недалекий. На чем на нем можно манипулировать? Они понимают, что он, по сути, мелкий человек. Предложили ему пост, сказали, вот, ты будешь денежки получать, вот ты будешь там, типа твой род лучший и так далее. А он, понимаете, как этот,
бусы получил и побежал, дурачок такой. Ну, просто идиот, в общем-то. БНД как-то по-другому, наверное, работали, не знаю. Ну, там, наверное, надавили на то, что он типа потомственный там этот военный и так далее. В каком-то из стримов он говорил, что хочет погибнуть на войне, что-то такое. Не знаю, может, и понтовался. Хотя он там в таком каком-то, знаете, неосознанном состоянии был. Ну, просто синий, вообще угашенный какой-то. Не знаю, правильно ли, ну, правду ли он говорил или неправду. Ну, это, по сути, это, понимаете, вот это вообще вот, про это вообще даже в стримах и такие видео выпускать, по идее, ну, какой-то зашквар, если честно. Но почему это надо делать? Вот смотрите. Кстати, вот давайте вот идеологическую тему просмотрим в линии поведения БНД. Что он делал? И вы тогда поймете, что он агентура. Переходит он и все фиксирует на камеру границу в Тихуане. В футболке «Армия России» выступает, ведет видео. Это тоже такой сигнал, да, что вот типа «Армия России» тут. Затем приезжает и сразу же называет всю, как бы сказать, диаспору, которая там находится, колбасной миграцией. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы дискредитировать вот эту диаспору, что якобы вот эти все люди убежали не потому, что, как бы сказать, ну, что-то их не устраивает, да, что возможность нет и так далее, а просто они поехали типа за лучшей жизнью и так далее. Ну, вот этим же он занимался, дискредитация. И чтобы люди, ну, как бы сказать, не могли там объединиться. Вот они типа колбасники, вот он один типа такой герой весь, может открыто говорить, а все остальные это вот колбасная миграция. Понимаете? И это тоже намеренная такая история. Потому что, ну, видите, для людей, которые уехали, но не могут открыто выражать свое мнение, ну, потому что, ну, не все же ФСБшники, не все же на задании. У многих там, как сказать, опасаются, вдруг назад поедут, за родственников переживают, еще что-то. Ну, и не высказываются, да. А когда такой человек выходит там с плакатом Путина перечеркнутым, да, там что-то, ну, такие намеренные акции делает, и обвиняет всех в том, что они колбасная миграция, это вот специальное задание у него такое для дискредитации. И это тезис же давнишний, еще с конца 80-х годов КГБ, в том, что вот те, кто на Запад уезжает, это, мол, это же не новый тезис-то, это еще с тогда, вот они, колбасная миграция. То есть он просто повторяет тезисы, которые еще были тогда. Затем вот это его пьяные эфиры, ненормативная лексика, ну и вообще вот какое-то такое поведение то ли полугопника, то ли полумента, ну никак не способствует, что это мнению, что это какой-то, знаете, оппозиционер или еще что-то. Ну и сами подумайте, как вообще человек, который командир роты специальных назначений, операций, пытал людей в отделах, в тюрьмах, в зонах. Какого вдруг хрена этот человек, сами подумайте, вот человек УФСИНовец, у них, ну, во-первых, зарплата. Просто представьте, у УФСИНовцев на тот момент, еще в 20-м, когда там 1060 была зарплата, да, минимум. Ну, это хорошая тогда была зарплата. А у командира роты, ну, по-любому она еще больше была. 100, наверное, он получал. И зачем вообще вот этому человеку с таким бэкграундом, с таким жизненным опытом, это вот что должно произойти с человеком, который полностью пропитан вот имперскими нарративами? Вы послушайте, что он говорит. Он же это на полном серьезе говорит, что вот буряты до, как сказать, оккупации якобы были неграмотные, вот пришли русские, все дали и так далее. То есть он все имперские нарративы, штампы, он все проговаривает. Он сам в них верит. Понимаете, вот он же не верит на самом деле ни в какую оппозицию или еще что-то. Он в глубине, понимаете, человеку за 40 лет
в таком возрасте уже никакие ценностные мнения, да, его установки, они уже не меняются. Как он может измениться? Человек, который с 15-16 лет, у которого отец воевал, и который в этой системе, в МВД, УФСИН, который, ну, по его заявлениям, ну, жалко, это не сохраненное видео, ну, где он там признается в убийстве. Ну, это человек с глубоким ПТСР. Почему вдруг он, да, изменит свою точку зрения и якобы станет оппозиционером? Ну, это просто смешно, понимаете? Но с таким бэкграундом люди, я считаю, не меняются. И тем более, понимаете, ладно бы он уехал туда, но не было бы вот этого вот поведения, да, не было бы вот этих вот всех заявлений про колбасную миграцию, не было бы футболки, да. Смотрите, если человек уезжает, он же стремится дистанцироваться от той символики, да, а он ни хрена не дистанцируется, он наоборот границу США и Мексики переходит в футболке армии России. Потом называет всех колбасной эмиграцией. Для чего ему вообще это надо? Что он хочет? Если он хочет себе союзников найти, но таким образом же не находит, когда ты как бы говоришь, да, вот вы все дерьмо, а я вот один такой хороший. И что ты, как тогда люди к тебе потянутся? Ладно. Разбираем все его манипулятивные техники, тактики, как он действовал. Ну вот то, что он в пьяном виде неадекватно себя вел, это все тоже часть его, как бы сказать, образа. То есть, ну, я, конечно, разделяю мнение, что он и вне камеры так себя ведет, ну, то есть напивается, и вот такое у него неадекватное поведение, да, из-за его ПТСР. Но, понимаете, если человек, ну, какой бы ты неадекватный не был, но ты же понимаешь, что ты в эфире, что тебя могут смотреть люди, что тебя могут записать и так далее, да? И, ну, ты же можешь просто убрать камеру и все, и, ну, как бы сказать, расслабляться по-другому, без камеры. Зачем вот это? Он что, такой блогер там? Я понимаю, если бы он там, как это, Оззи Осборн был какой-то или еще что-то, да, когда у него там шоу многомиллионные, у него там эти какие-то контракты или еще что, кто-то ему платит за это, но это какой-то несчастный уфсиновец бывший, да, командир роты специальных операций, но тем не менее, да, спецназ УФСИН, получается, выбивал частухи из людей, признание. Ну ладно. Переходим дальше. То есть он создавал вот этот вот свой образ не случайно, а специально. Для того, чтобы вообще в целом дискредитировать само бурятское вот это вот оппозицию, что ли, бурятское, ну, бурятский взгляд, так скажем. Ладно, оппозиция, слишком громко сказано было. Иную точку зрения. Понимаете, вот смотрите, ну, по сути, по факту, кто это? Маргинал с тяжелым ПТСР, бывший сотрудник правоохранительных органов, который уехал в США и дискредитирует там бурятскую диаспору. То есть, понимаете, что для бурятской зрителя, что для всех других, он, ну, представляет из себя какое-то жалкое зрелище. Особенно для других. Вот русские зрители или другой национальности будут смотреть и думать, и это вот и есть бурятская оппозиция? Серьезно? Вот этот вот спившийся какой-то мент-алкоголик с ПТСРом, который пытал людей и у которого до сих пор какие-то садистические наклонности остались. Ну, это печально, конечно. Понимаете, и это их задача, просто быть такими клоунами, быть посмешищами. И он ее выполняет. Ему сказали, он делает это. А те люди, которые его защищают, ну, понимаете, у них тоже деформированный какой-то взгляд на жизнь. Понимаете, у них своеобразный взгляд какой? Они считают не то, что вот есть буряты там, да, и у них есть какие-то права. Они считают, вот есть моя семья,
какие-то знакомые, вот та же осажденная, да, пишет комментарий. Ну вот, типа, надо его пожалеть, потому что он там сын каких-то этих, ее, кто вместе они там служили или еще что-то. То есть, понимаете, у этих людей, кто из системы, у них деформированное вообще мнение. Система имеется в виду вот этой вот так называемых правоохранительных органов. То есть для них не существует, они государевы люди, для них не существует народа, для них не существует людей, для них не существует бурятского народа, для них существует вот то, что есть их семья, и то, что есть их родственники, знакомые, и все. А остальным, на остальных им насрать абсолютно. И им важно, главное, да, при этом все-таки в обществе считаться какими-то адекватными, хорошими, типа, людьми. Понимаете, вот это и осажденные, и другим важно не то, что творил в застенках этот БНД, а то, чтобы это не распространилось в интернете, понимаете? Вот какое мнение у системы. То, что они там пытают, убивают людей, это не важно. Главное, чтобы это никто не узнал. И, конечно, когда вот этот вот самый большой проект ГУЛАГу.нет закрывается, у адекватных людей не может быть иного мнения, точки зрения, что такое просто недопустимо. Это, понимаете, как признать, что вот зло, оно полностью победило. Поэтому, зачем тогда вообще что-то делать, если думать, что такие вот люди, да, как БНД, которые пытают людей, которые убивают. Понимаете, вот смотрите, из-за вот этого вот мировоззрения, да, россиянцев, и война произошла. Понимаете, это просто смоделируйте эту историю не на тех заключенных, а на целый народ украинский. То есть, понимаете, для россиянцев, значит, для россиян, неважно, что там с другими людьми происходит. Пусть их уничтожают, да, вот они так считают, украинцев. Главное, что их родственников вы не трогали. Вот и все. Понимаете, так не может быть, что вот там кто-то пишет, что вот там такой контингент в зонах, да, с ними так можно. Но погодите, это уже внесудебные разборки. Это уже... Это то же самое, что сейчас происходит. Тогда, понимаете, надо задать себе вопрос. Вы в этой войне на чьей стороне вообще? На стороне Украины или на стороне Рашки? БНД-то очевидно, что он на стороне Рашки стоит. Для этого он все и делает. Он, конечно, скрывает, делает вид, но то, что он говорит, то, что он делает, он явно на стороне Рашки. И те, кто его поддерживает, они тоже на этой стороне, на их стороне. Понимаете? На той стороне, где можно в тюрьмах пытать и в отделах пытать людей, можно выбивать частуху, заниматься незаконными вещами. Просто потому что, у них такая родня. То есть, понимаете, там идет такое деление на, как бы сказать, избранных и неизбранных, получается. Вот кто родился в такой семье, да, или кто служит ей верно, тот достоин будет потом пытать людей, убивать, отбирать их имущество, убивать украинцев, и типа им ничего за это не будет. Понимаете? Они должны нести ответственность. Они вот этого почему-то не понимают. Они что-то вообще потерялись где-то в этом мире. Они еще, понимаете, уехали на Запад и продолжают себя вести так, как будто они в Рашке находятся. Как будто законов не существует. Вот что печально. Понимаете? Уже люди-то, я так понял, пожилые. И до них это не доходит просто, что вот есть такое понятие, как закон. А понимаете почему? Потому что они сами в этой системе в Рашке служили, и они понимают, что для них закон не писан. Вот такие вот дела. Так что вот этот вот конфликт, он не личностный, а ценностный конфликт. То есть у БНД условного, у Хомутая и вот этих всех, у них система ценностей совершенно другая. Они еще не понимают, зачем я вообще веду, и такие, как я, ведут блоги.
Понимаете? Они понимают, они-то прекрасно понимают, они в системе, их спонсируют, у них за ними крыша, да, в виде ФСБ, МВД и так далее. А за мной-то никого нету, поэтому для них вообще это абсолютно непонятно, для чего все это делается. Для них просто нет понимания, что есть другая система ценностей. Они ее просто не понимают и не признают. Поэтому Рашка и проигрывает. Понимаете, она кроме себя же никого не признает. Они думают, вот они такие крутые, им все можно, убивать людей, пытать, и все. А остальные просто должны их слушать. Вот. Просто вот этот Хомутай, Баянды и вся их прикинтовка, они полностью обрусели. В общем, так. Приняли все эти русские нарративы. В самых их худших проявлениях. И что еще-то хотел сказать? Ну, то, что он ходит на вот эти собрания, да, форума коренных народов, фотается со всеми, он же таким образом, он прекрасно понимает, что он их дискредитирует, и они понимают, что он их дискредитирует, и они ничего не говорят по этому поводу. Понимаете, они где-то в ООН выступают, еще на каких-то площадках говорят там о свободе слова, о дискриминации, о расовой дискриминации, о феминизме, но позволяют себе фотографироваться с человеком, который шовинист, который ненавидит бурят, ненавидит чеченцев, ненавидит ислам, который, ну, просто гомофоб вообще жесткий, да? Хотя нет. Единственное, по-моему, у него вот это вот гомофобии действительно нет. Почему-то он все время про ЛГБТ высказывается и говорит, что к ним нормально относится. Не знаю, почему. Может быть, он что-то нашел в себе, открыл. Но опять же, я его не осуждаю в этом плане. Такие вот дела. Понимаете, это вот такой вот их лицемерие. То же самое лицемерие, когда Хомутаев брал деньги от конторы, от ФСБ, от Комитета национальной политики и писал хвалебные оды хоре-бурятам, а потом, когда изменилось задание, он теперь их ненавидит. Понимаете, это просто проститутка, понимаете, это презерватив вообще. Этот Хомутаев, это ну, просто гандон, реально презерватив. И когда надо, его достают и используют, а когда не надо, он где-то валяется там далеко. Поэтому, когда не нужен, он где-то пропадает там. Ну и то же самое и Баянды, но он почаще нужен. Такие вот дела. И их, в принципе, устраивает быть презервативами. Ну, что поделаешь, если людям так нравится. Они в этой системе. Они знают, что их могут использовать. И знают, что они тоже могут, да. То есть как, приходят бандой в отдел, в зону и бьют людей. И вот так свою, как бы, злобу вымещают там. Он же там не раз на раз бился, ходил. Он же бился там, как сказать, ну как бился, людей пытал, избивал. Пользуясь своими служебными обязанностями. Такие вот дела. Ну вот, в общем-то, об этом сегодня хотел с вами поговорить. Это как этот, да? Фильм же есть «Форест Гамп», когда он какую-то речь хотел там толкнуть, и в этот момент кто-то выключил микрофон. Он что-то там такую красивую речь говорил, и уже когда под конец заканчивал, в этот микрофон ставили, он говорит, и это все, что я хотел сказать. Кто ходит в ООН, это, ну, Марина Ханхалаева. Понимаете, смотрите, вот Марина Ханхалаева, Вика Молодаева и Мария Вьюшкова фотоются с человеком-садистом, который пытал людей в тюрьмах, в зонах, и потом ходят на разные мероприятия, и там говорят про свободу слова, про дискриминацию, про феминизм,
про расизм и так далее. И тут же фотоются с человеком, который как раз-таки олицетворяет эту систему во всей красе. Это шовинист, пытал людей, садист, преступник, убийца. Ну, как сказать, с его слов. Ну, к сожалению, этой записи нету, потому что я тогда не догадался ее записать. Ну, просто, понимаете, я вообще в таком шоке был. И, как сказать, моя нервная система меня на тот момент как-то решила, чтобы я просто, как бы сказать, забыл об этом, что ли. Я просто как-то однажды включил этот стрим, где он начал признаваться в убийстве, причем так подробно, но я понял, что это на самом деле было. И я просто, как сказать, понимаете, я не знаю, что вообще таки делать в таких ситуациях, когда ты становишься свидетелем того, что человек признается в убийстве. Ну, я просто не знаю, что делать вообще. Тем более человек уже уехал в США. А ты сидишь в Улан-Удэ и смотришь этот стрим. И, ну, я не знал, я на тот момент просто решил забыть про это, да и все. Потом, когда уже начал понимать, что это вообще за человек, этот БНД, потом, да, вспомнил про это. А на тот момент я просто решил, ну, что делать, я думаю, с этой ситуацией. Зачем, думаю, мне эта ситуация, информация нужна. Я россиянка, но я против войны с Украиной, всегда считаю их добрыми соседями, братским народом, никогда мне не изменится, наоборот, сейчас помочь им. Ну, может быть, действительно такие люди есть, русские люди, которые искренне болеют за Украину, но, понимаете, так как российское и русское общество, в частности, не субъектное, оно не способно на данный момент к объединению, и всеми силами, как сказать, так называемые хорошие русские не дают, чтобы люди как-то объединялись, и вообще мысль у них появлялась даже об этом, то какой-то краткосрочной и долгосрочной перспективе как-то не ожидается того, что что-то может поменяться. Относительно вообще самой России, да, так скажем, Рашки, я не думаю, что что-то хорошее там будет. Я надеюсь, что в республиках наших к лучшему изменится, но это тоже, понимаете, если у людей начнет самосознание просыпаться, если начнут брать ответственность за себя в свои руки. Понимаете, еще вот такие вот люди, они же очень поганую работу делают, как Хамутаев, как БНД. С одной стороны, они никакой возможности не дают людям для объединения, для реализации их мыслей. А с другой стороны, вот, ну, лично БНД, он же этим занимался. То есть, если ты против системы, он таких людей пытал, избивал, в тюрьмах ломал. А Хамутаев работал на идеологическом фронте. Понимаете? И после этого они еще людей начинают обвинять в том, что они там колбасная миграция, в том, что они якобы это, как сказать, ну, они во всем и виноваты, вот у них выученная беспомощность и так далее. Но погодите, а кто способствовал этому выученной беспомощности? Разве не вы? Кто пытал людей-то в тюрьмах, в зонах? Кто бабки получал от ФСБ и русскомирные нарративы реализовывал, доносил? Кто все это делал? Пушкин, что ли? Вы сами все это и делали? Понимаете? Но общество пока наше не готово к осознанию этого всего. Понимаете, вот что говорить-то, вот эти все всякие Плющевые, да, там, Невзоровы, которые вот этого Трабера или еще кого-то называют хорошими людьми, которые ничего плохого никому не сделали. Понимаете, они все до сих пор в инфополе находятся, и только единицы есть, которые об этом говорят среди самих русских. Понимаете, вот там, понимаете, 99%, если так взять, это тоже же спецслужбисты на самом деле. И там вот какие-то единицы есть русских действительно достойных журналистов, которые пытаются пробиться через это.
И удастся ли им это или нет? Для меня это вот большой вопрос тоже. Ну вот, хотя бы эта девушка с этого Ичкерии Ньюс, да. Да, у нее есть некая зацикленность, но порой она очень хорошие материалы выдает. Вот таких вот русских вообще не хватает, честно говоря, людей, которые вот нету у них вот этого вот имперских амбиций и вот этого бреда всего шовинистического. С другой стороны, я не то чтобы хочу понимать, но мне кажется объективно понятно почему, да, русские залазят в эту, как бы сказать, привычную, как бы сказать, скорлупу свою, да. Их приучили к определенному образу жизни, и им, видимо, так легче поступать, что ли. Ну, то есть вот самооправданием заниматься или еще что-то такое, да, там. Ну, с одной стороны, они действительно правы в чем? А в том, что им, по сути-то, и никогда и не давали свободы выбора, действия. Это же все с крепостного права идет, на самом деле. Вот это вот все. Вот это вот, понимаете, это сейчас, на самом деле, на войне в Украине столкнулись две разные идеологии. Одна – это стремление к свободе, к демократии. Вы даже посмотрите по кадровому составу правительства и военного блока в Украине. Там этому бывшему министру сколько, 35 лет Федорову, по-моему, да? Сейчас, который пришел, 43 года. И посмотрите вот этих вот старперов, которые в Рашке там сидят. Самому Зеленскому сколько, 40 с лишним лет, да? Этому Мадяру, про Мадяра я недавно узнал. Он, оказывается, вообще был простым бизнесменом, потом пошел в тероборону, потом на свои собственные деньги купил дрон первый. И вот эта вот вся дроновая история началась вообще с него, оказывается, с этого Мадяра. И он потом основал свою, как бы, роту, получается, отделение Птахи Мадяра. И вот сейчас вот кто вот это вот все жгет, Вайлдберрис и так далее, вот этот вот Мадяр. Прикиньте, просто вот 4 года назад просто предприниматель, который жил со своей женой, который ничего не хотел, никакой войны, просто хотел нормально жить и все. Но его лишили этой нормальной жизни. И я считаю, что он правильно говорит, когда он говорит, что если к тебе пришел человек с автоматом, либо он тебя убьет, либо ты его. Ну вот перед таким выбором поставлена Украина, понимаете? И если говорить именно о идеологической, о чем я говорил выше ранее, да, к столкновению, это получается вот есть вот эта человеконенавистническая идеология в Рашке, да, когда человек это просто ничто, это какой-то биомусор, да, это все с крепостного права, с оттуда все идет. То же самое было и в Советском Союзе. До 70-х годов у этих даже паспортов не было в деревнях у людей. Понимаете? И стремление к свободе, к демократии. Понимаете, вот смотрите, вот Федорова сняли с должности, и люди вышли. Вы представьте, того же Шойгу, ладно, да, ради шутки скажем, Шойгу сняли. Кто-нибудь вышел там на протест? Вообще люди могут выйти на протест в Рашке или нет? Ну, конечно, нет. Поэтому, видите, это вот столкновение двух миров, двух идеологий. Тут то же самое идет, понимаете, столкновение двух идеологий. Оно явно сейчас вот видно уже, да, вот есть идеология вот этого Аяна Бенде, которая, он полностью имперский человек, он полностью русифицированный. И тот же Хомутаев, и вся вот эта их прикинтовка, да. Другая, которую я придерживаюсь, то, что есть демократические какие-то ценности, что вообще ценность жизни человека, это важно, что, ну, как сказать, надо маленького человека тоже уважать. Вот как-то так. Вот оно, идет разделение по вот этому фронту. И когда такие правозащитные проекты, как ГУЛАГ-УНЕТ, закрываются, это, конечно, удар, по сути, по демократическому, как бы сказать, взгляду на мир. Разлом-то сильнее, чем кажется. Это ни хрена не личное. Понимаете, вот
Что там сам лично этот БНД, что там несчастный этот Хомутаев, мне до них вообще пофигу, насрать. Кто они там, что они там, как они жили и живут. Это не важно, это просто презервативы и все. Просто они проститутки. И знаете, это проститутки с какой-то спесью. Они, понимаете, они гордятся тем, что они проститутки. Проститутки русского мира, они гордятся этим. Вот что печально-то, понимаете. А наш народ в каком-то таком глупом находится состоянии, даже понять этого не может. Что вот эти проститутки им что-то еще диктуют, вот эти презервативы. У них есть свой арсенал, конечно, карательный. Они могут там пытать людей, избивать или еще что-то. Но когда против них есть сила настоящая, они ничего не могут, понимаете? Они просто садятся на жопу и ничего не могут делать. Вот Украина им сейчас показывает эту силу. И они ничего не могут сделать, понимаете? Вот они могут толпой, бандой где-то, как БНД, да, избивать людей в отделах, в зонах. А воевать они не могут. Они не могут взять автомат и пойти и победить. Понимаете, там надо что-то надо уже уметь, понимаете? Там много ума не надо в отделе людей пытать и думать, что ты крутой. Помните, это была Наталья, как ее там, морская пехота. Вот эту вот Рашку напоминает, где она там сидела, понтовалась, да. Я сейчас встану, ты ляжешь. У меня там джип в Москве, да. И потом дайте на проезд. Вот это вот весь русский мир в этом. Какие-то пустые понты. И потом, когда, как сказать, когда до дела доходит, да, про проезд платить нечего. Такие вот дела. Ну, надеюсь, наш народ и оккупированные народы из этого анабиоза выйдут. Сейчас я уверен в том, что у чеченцев вот это вот есть. У них и свой батальон есть, и правительство в изгнании, и они молодцы вообще. Кроме них, я считаю, ни у кого ничего нету больше. Только вот какая-то агентура влияния и все. Ну, видите, не каждый это, к сожалению, может понять, и тем более не каждый осмелится это сказать. Блин, как же охрененно здесь, а. Сейчас я просто вам море покажу. Девчонка стоит, просто кайфует, по-моему, она в дзене в каком-то своем. О, сколько народу-то уже. Сейчас мода у кореянок стала такая, они такие высокие сапоги носят. Мне кажется, жарко, но... Ну, короче, мода такая. Не, вот где надо жить-то, на море, на самом деле. Эти вообще далеко ушли. Ну ладно, ну худут. Я думаю, на сегодня все. Зану худут. Байрла. Мне еще надо рилсы записать. Комментарий бы, лайк.